Еще совсем недавно этому жизнерадостному медвежонку грозила опасность. Браконьеры заточили малыша в клетку. Сейчас он находится в безопасности. Животное уже осмотрели ветеринары. По словам зоологов, медведь-мальчик. Судя по комплекции, ему не больше 4 месяцев. Дикого зверя в металлической клетке обнаружили во дворе у одного из жителей Беслана. Специалисты из природоохранного комитета с оперативниками прибыли на место по анонимному телефонному звонку. В том же доме полицейские нашли свежевыделанную медвежью шкуру. По всей вероятности, это и была мать медвежонка. В ходе обысков у хозяина дома изъяли охотничьи билеты и 2 зарегистрированных ружья. Однако на вопрос, откуда в его домовладении взялись шкура и медвежонок, он ответить не смог. Сейчас его допрашивают правоохранительные органы. Он отрицает, что я не стрелял, я не убивал. Это я у кого-то взял, короче говоря, шкуру там, медвежонка там, чуть ли не спас медвежонка, короче говоря. Опять же, если там не будет уголовного дела, то уже будет статья административная, мы будем составлять протокол, и, значит, там штраф от 500 рублей до 4000. В республиканском зоопарке косолапого малыша по кличке Михась приютили и окружили заботой. По сути, им в руки попал младенец. За ним нужен соответствующий регулярный уход. Кормят Михася манкой и молоком. Аппетит у медвежонка отменный. Каждые 3 часа он требует новую порцию. На камеру он себя показал, очень активный. Я бы не сказал, что он грустный или что-то. Очень активный, играется с детишками, выходит на прогулку. Я бы так сказал, позитивно себя ведет. Мы его можем содержать, я так думаю, что нам это надо, потому что у нас есть самка, а самца нету. Вот он подрастет, будет у нас и самец, и для дальнейшего их развития, для размножения он нам нужен. Ежегодно несколько медвежат попадают в руки к людям. После удачной охоты браконьеры не решаются убить малышей и оставляют их в ближайших деревнях. Судьба таких сирот, как правило, зоопарк или цирк. Вот и Михась, скорее всего, останется здесь. В диких условиях этот зверь, выросший дома у людей, не выживет. Земфира Лулаева, Олег Рамонов, Осетия ТВ.